С начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции много нам рассказывают о тяготах подконтрольной им умеренной оппозиции. Особенно ярко это наблюдается при освещении ситуации вокруг города Алеппо. С каждой неделей, по подсчетам западных политиков, среди боевиков в этом городе оказывается все меньше террористов и все больше так называемой оппозиции. Ей срочно, как они заявляют, требуется гуманитарная помощь. А теперь факты. Сегодня с 12 часов 21 минуты до 12 часов 30 во время приема местных жителей медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам. Сейчас все террористы Ан-Нусры, как нас убеждают западные коллеги, зажаты сирийской армией в южной части восточного Алеппо. Они не в состоянии оттуда наносить такие прицельные удары. Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики оппозиции. Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики. Поэтому вся ответственность за убийство и ранения наших медиков, оказывавших помощь детям Алеппо, лежит не только на непосредственных исполнителях, то есть боевиках оппозиции. Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпистывал и вооружил этих зверей в человеческом обличии, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозиции. Да-да, на вас, господа покровители террористов из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований. Я завтра на лицо.